В Якутии продолжается месячник гражданской обороны. До 24 марта по всей республике пройдут мероприятия, посвященные защите населения и жизнедеятельности. Так, в эти дни в Якутске прошел целый ряд событий, посвященных месячнику, начиная с вертолетных спусков и заканчивая экскурсиями в пожарные части. Продолжит тему Виталий Абрамов. Не за горами паводок, и к этому времени нужно быть во всеоружии. Личный состав Якутского поисково-спасательного отряда МЧС России начинает тренировки по отработке навыков при спуске с вертолета. В этот раз команда на тренировку поступила в вечернее время. Бойцам необходимо в особо тяжелых условиях спуститься, а также подняться обратно с помощью лебедки. Спасатели говорят, что эти навыки не раз помогали спасти жизни людей. В прошлом году на паводке на Белой горе мы снимали экипаж с танкера, который сорвало льдами, и они двигатели не запустили. Пришлось эвакуировать весь экипаж в количестве 4 человек. Кроме самих спасателей тренируются и пилоты воздушного судна. Зависнуть на определенной высоте и держать заданный крен не так просто, как может показаться с первого взгляда. Также в рамках месячника гражданской обороны в музеях и пожарных частях проводятся дни открытых дверей. Школьники из Намского УЛУСа с интересом ознакомились с средствами связи, приборами радиационной и химической разведки разных периодов 20 века. Гамма-лучи, они проходят что через открытое, что через закрытое окошечко. А в специализированной пожарной части дети и взрослые ознакомились с рабочим распорядком пожарного и примерили на себя спецсредства. Ничего страшного в этом не будет, бояться не надо. Все, вот свисток сработал, значит воздух пошел. Постоянная подача воздуха, Для него то есть постоянно. воздух идет туда всегда. Людям очень интересно посмотреть на спецтехнику, которая разблокирует машину, ну и на пожарную технику. Кроме того, проводятся различные мастер-классы. Преподаватели школы спасателей Центра медицины катастроф ведут практические занятия со специалистами профильных ведомств. Ежегодно обучается более 4500 человек. Обучаются специалисты МЧС, ГИБДД, МВД, стюардессы, авиаторы, в общем, широкие слои населения. Я думаю, что такие мероприятия необходимо проводить, так как у нас, как сказать, в обыденной жизни нет возможности общения. Мы здесь обмениваемся опытом, общаемся. Подобные мероприятия проводятся в течение всего года, но весной и осенью их актуальность становится более востребована. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.